Доброе утро, мои хорошие. Тереумикос вам всем с побережья Чудского озера. Вы слышите этот шум? А вот сегодня обещали грозу, и там, наверное, озеро просто ревет и огромные волны. А пойдемте посмотрим на это, а? Я уже с утра успела настирать, покрывала, поскольку солнце со своей кровати покрывала. Кристину, ну, какую-то там вот штаны и футболку. Вот, и давайте посмотрим. Думаю, что там или ветер, или там какое-то светопредставление. Слышите, это шум? И уже, кажется, гремит. Побежали. Ой, да, прям стихия. Смотрите, деревья повалены. Наклонились тут там. Я не знаю насчет купания, но мне просто интересно вам показать. Сама-то я тоже представление имею, что там. Уж за столько лет жития здесь, я знаю, как там что выглядит. Но мне очень хочется показать вам. Это Чудское. То она спокойная, то она с волнами, то она перед бурей. Оно даже цвет меняет, это озеро. Сейчас меня будет плохо слышно из-за ветра. Цвет стальной. Песок гладкий такой. Здесь сейчас людей прошло. О, вот это да. Вот это да. О, может, мы сюда с вами сегодня? Давайте отсюда вам покажу. Здесь, кстати, белые грибы осенью нахожу часто. Ох, никого, людей, берег съеден совершенно. Все, молчу, меня не слышно все равно. Штормит. А красиво. Что-то купающихся я не наблюдаю. Да, мы, наверное, тоже не полезем. Но красиво же. Включаем медитацию и медитируем. Давайте посмотрим. Поближе, пощупаем все это. И сейчас вот с этой стороны идет гроза. Сегодня прям обещали. Пляж хоть сколько-то отступил и было где лежать, то теперь он съеден водой. Смотрите, куда заходит. До дач доберется скоро. Ракушки всякие красивые. Нет, люди немножко есть, но они по кустам все. И катаются на вот этих, как это? На этих штучках. Как это правильно? Вообще берега нету. Ну, что у нас здесь с водой? Ой, ой, ой. Да, насчет... Ой, ой-ой. Не тепло. И очень сильный ветер. Даже если вода ничего, то ветер.
облака идут. Вот солнышко уходит. Цвет стальной такое озеро. Скоро гроза. Вот такой у нас с вами дачный контент. Сначала вам показываю красивое озеро, а теперь мы с вами будем наблюдать за залу, хотела сказать, красиво. Пришли с озера, немножко побыли дома, все высохло на улице, что мы стирали, я там стирала, покрывало, вот на солнышке выстиралось все. И теперь будем смотреть грозу. Вот так вот здесь есть. А остальное все прозаика. Что кушали? Сейчас пойду, наверное, сварю немножко макарон Кристине. Вот. А сами мы будем есть помидорчики, огурчики и тоже, конечно, такой салат. Но одними помидорами, огурцами ее не накормишь. Вот котлеты из заморозки, салат, помидоры, огурцы. Вот так. И природа. И природа. Камин. Опять я уже все помыли, заправили этот камин, потому что сейчас, когда грянет, сразу становится так влажно, знаете, как-то хочется огонечка. Огонечек. Наверное, опять будем по лужам носиться. В общем, у нас здесь свой летний вайп. Вот так. Чудо в этом году нет комаров. Ну вот вообще нету. Какие красивые колокольчики. Я вам не показывала колокольчики? Какие-то дикорастущие. Здесь вообще бы надо посадить нам с вами укропу, а не колокольчики разводить, правда? Бабушка у меня так любила колокольчики. Пион. Помните, мы сажали с вами в прошлом году пион? Здесь не растет ничего. Ничего. Какие пионы. Ничего тут не вырастет. И сейчас опять налетел ветер. У нас с вами одно. С той стороны всегда. Сейчас будет гроза. Так и живем. И знаете, как хорошо. Дышится, как здесь. Это просто нереально. Надо камин затопить. Пойти кушать согреть. Кристина уже просит. Она же вроде гремит, слышу, пошла сама делать. Маму не дождаться. Мама пока со своей камерой. Тут глаз не вернули. Глаз не вернули. Обещала вознаграждение. Никто не вернул мне глаз. Как вы пишете, одноглазый Джо. Да. Кот одноглазый. Теперь еще дерево одноглазый. Да что ж такое-то? Верните глаз. Пожалуйста. Товарищ Белк. Или дятел. Кто там утащил? Все потемнело. И пошло. А у нас все высохло. Белье высохло. На озеро мы с вами посмотрели. Очень здорово это наблюдать именно вот здесь так вот в прямой близости к природе. Дома это думаешь, господи, окно закрыть скорее. С раздражением смотришь, что надо не пойти в магазин, там не пойдешь, еще куда-то не успеешь. А здесь прямо приходишь и начинаешь наблюдать за этим, за всем. За звуками, за запахом. Сначала темнее, потом светлее. Ливень. На эстонском это называется патувихм. Ливневый как бы дождь. Ну, начинается только. А вообще дождь просто на эстонском будет вихм. Вихм. А гроза эйке. Такая первая буква А. Не а с двумя точечками. Вот такая. А.
Айка. Ну, красота ж. Обещали, кстати, град и все такое. Прочие радости сопровождающие. Ай, как там дятел? Намок, небось. Белка сейчас вся мокрая. Не знаю, как вы, я очень люблю наблюдать. На градуснике плюс 20. Плюс 20. Озеро было, гроза была, а теперь будем у камина греться. Я, конечно, ничего не хочу сказать и ни на что намекнуть не хочу, но только что прилетал дятел. И пока я заваривала чай на кухне, наша фигура лишилась второго глаза. Дятел был пойман с поличным. Где глаз второй? Он себе дома собирает комплект, я смотрю. Второй глаз только что был, и тут был дятел. И уже колотил он. Все, я не вижу второго. Да что ж это такое? Это что такое? Нету. И вокруг нету. Вот он. Безобразие. А того так и нет. Тот, наверное, белка утащила, потому что этому в клюве, наверное, тяжело нести этот глаз. Я не знаю просто. Намертво приклеить. Я хотела их на зиму снимать. И даже здесь же зима. Пойман, в общем, вор был. Это дятел. И хочу в дополнение ко вчерашнему видео спрашивали насчет, в личку даже писали девушки, насчет содержания пальмового масла в нашем эстонском мороженом. Вот давайте возьмем, например, примеров осталось в холодильнике очень мало почему-то, но вот Эри Тирамус, вот эта серия вся, да, допустим, которую я вчера показывала, ну, я вам показывала же вроде так состав более-менее. Давайте еще раз пробежим. Шоколадное, сливочное мороженое в вафельном конусе. По-русски все написано, на эстонском написано. В составе шоколадное, сливочное мороженое 78%, вода, сливки, сахар, сливочное масло, сухая сыворотка, сухое обезжиренное молоко, какао-порошок,
Содержание жира, эмульгатор монодиглицериды жирных кислот, стабилизаторы, рожковое дерево, вафельный стаканчик, сахар, кокосовый жир. Вот это единственное, что я здесь нашла. Кокосовый жир, пшеничные яйца. Здесь нету никакого пальмового масла. Разрыхлитель, пищевая сода, натуральный ароматизатор, соль. Нету здесь, нету пальмового масла. Вот единственное, что я нашла криминальное, как некоторые пишут, кокосовый жир. Пальмового масла здесь нет. Во всяком случае, вот в этой серии, которая Эри Тирамус. Вот так вот. Как вчера мы с вами закончили на мороженом, так и сегодня заканчиваем тему тоже на мороженом. Оно будет съедено и протестировано еще раз на всякие жиры. А с вами я прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго и хорошего. До завтра. И атака!